Вот здесь, в спальном районе Цхинвала, в обычном многоквартирном доме и живет президент Южной Осетии Леонид Тибилов. Добрый день. Здравствуйте. Да. Отлично, просто прекрасно. Чуть-чуть отдохнули. Да. Дабы не занимать слишком много рабочего времени главы государства, мы предлагаем начать беседу в президентском автомобиле по дороге к Дому правительства. Леонид Тибилов, как мы и предполагали, охотно идет навстречу всем предложениям абхазского телевидения. Леонид Харитонович, так легко идете на контакт. Вы дали интервью нам после инаугурации. Сейчас, когда услышали о том, что мы хотим приехать, вы так вот сразу пошли, дали свое согласие, чтобы мы провели с вами ваш один рабочий день. А открытость — это черта вашего характера, хотя мне кажется, что человек, который много лет руководил Комитетом государственной безопасности, в принципе, не должен быть открытым. Но, знаете, давайте, наверное, так я скажу, что должность президента республики — это уже не работа в какой-то другой системе, да? Президент в ответе за все, что происходит. Я считаю, что прозрачность в работе любого руководителя, я считаю, что это необходимо. И общение с журналистами, я считаю, тоже необходимой частью, да, от работы руководителя, потому что люди должны знать, чем занимается президент, чем занимается министр, чем занимаются другие ответственные люди. Поэтому, может быть, сказать, что открытость – это основная черта характера, нет, наверное. Но в любом случае я чувствую, что все-таки с журналистами нужно дружить. Журналисты – это люди, которые все, что происходит, должны доводить до людей. И здесь я хотел бы ничего не скрывать. Получается, ничего не скрывать от своего народа. И поэтому я вот решил, я говорю, раз так надо, то я, конечно же, поработаю с вами. Тем более вы представители государственного телевидения, дружественной, братской Абхазии. Вот сейчас мы остановились. Да, почему? Здесь вот на улице Пушкина ведутся работы по благоустройству улицы. Давайте вот посмотрим. С удовольствием. Посмотрим, чем занимаются наши улицы. Благоустраивается город, подземные коммуникации уже все проведены. И мы решили уже заасфальтировать улицу. Параллельно будут благоустраиваться тротуары. Чуть дальше у нас улица Кочева, это Герой Советского Союза. Там они завершили работу. И вот где вот мы сейчас находимся, это улица Ленина, Джиоева, как я сказал, Алана, имени защитника нашего Отечества. Вот. Наверное, вы помните, были на инаугурации, и здесь практически ничего не было сделано. Поэтому в течение вот этого года получается, что мы улицу Ленина уже заасфальтировали, благоустроили. Вот здесь рядом парк, он называется и сохранил свое название как Пионерский. Потому что у нас помимо этого парка в городе есть еще и парк отдыха гаража. Но это для младших, поэтому сохранить свое название. Да, вот, а вы лично всегда контролируете ход восстановительных работ? Но если это даже не нравится тем, которые здесь работают, мне самому приходится, потому что я хочу знать, как они работают и каково качество выполняемых работ. Тут поработает, а тут скажут, ну давайте. Не будем прощаться. Ну что, мы подъехали к правительственному зданию. Давайте поднимемся, посидим в кабинете, поговорим.
когда выехали от вашего дома, машину трясло, то есть видно было, что там не заасфальтирована дорога, но буквально через 2 минуты уже пошел асфальт. А почему перед домом президента дорогу не заасфальтировали до сих пор? У президента нет цели, чтобы начать благоустраивать возле себя там двор, улицы рядом. Это же общая работа, общая забота. Доброе утро, Элина. Прошу. Да. Поэтому я считаю, что самое главное, чтобы основные улицы города были бы обустроены, заасфальтированы, приведены в порядок. Ну, а к этому времени и до моего дома тоже дойдут строители. Так что будем вот таким образом работать. Этот рабочий день Леонид Тебилов начал так. С утра президент Южной Осетии принял нескольких министров, столичного мэра, главу оргкомитета по подготовке празднования 5-летия признания независимости, отдельных работников своего аппарата. Выслушав доклады и раздав соответствующие распоряжения, президент Тебилов предложил продолжить общение. Что же изменилось за год и 2 месяца, что вы официально вступили в должность? Ну, скажем так, что год и 2 месяца – это не тот срок, за который человек мог успеть многое сделать, но в любом случае это уже тот срок, за который в Южной Осетии руководство республики успело сделать немало. Я обратил ваше внимание на то, какие работы ведутся непосредственно в городе. Это по благоустройству города. И на сегодняшний день основной задачей для себя я считаю, чтобы благоустроить город. Здесь в городе были проделаны работы по газификации, работы по водопроводной части, и полностью по замене канализационных систем и разводящих сетей. Помимо этого, здесь в 2012 году и сегодня продолжаются работы по восстановлению жилья тем, которые пострадали в 2008 году. Дома практически с нуля, и где-то 20 домов уже строительством завершаются. Думаю, что в ближайшее время мы тоже их введем в эксплуатацию. За этот год, за истекший год, нам удалось построить детские сады в городе. Мы как раз по улице Ленина проезжали, рядом с левой стороны детский сад «Золотой ключик». Он введен в эксплуатацию на 140 детей. Колледж мы ввели в эксплуатацию, работает уже сегодня в полную силу. Школа номер 12 и некоторые детские сады были отремонтированы капитально. А дворец школьников тоже капитально отремонтирован и сегодня работает в полную мощь. Вот это примерно то, что было сделано в городе. Помимо этого у нас есть один микрорайон Солнечный. Это от города в нескольких километрах, в 5-6 километрах. И там мы, значит, построили трехэтажное здание, 30-квартирное здание, 20 домов из срубов ввели в эксплуатацию, и они были распределены в самом начале декабря. То есть к Новому году практически около 60 семей были обеспечены жильем. Это здесь, в городе. А в городе Квайса тоже около 60 квартир были распределены между теми, которые нуждались в жилье. Вот такая работа по линии жилья была проведена.
Помимо того, что я сказал, мы в прошлом году, или же лучше говорить, за истекший год, электрифицировали 12 населенных пунктов. Это высокогорные наши деревни, которые где-то за последние 20 лет практически не были электрифицированы. Примерно 20 и более лет. Поэтому своей задачей я посчитал, значит, электрифицировать вот эти отдаленные села. Люди радуются этому событию, и в эти же деревни мы отремонтировали дороги, проселочные дороги. Общей протяженностью, я скажу, где-то около 80 километров проселочные дороги мы в республике ввели в эксплуатацию. Воссоединение Северной и Южной Осетии – это вековая мечта осетинского народа. За это время насколько вы стали ближе к своей цели? То, что это вековая мечта осетинского народа, это однозначно. Поэтому то, что я год тому назад сказал, я сказал правду. И сегодня, будучи президентом уже признанной независимой страны, мы можем сказать, что отношения, которые у нас складываются с Россией, в частности с Северной Осетией, это просто говорит уже о том, что мы сегодня находимся в одном уже, скажем, на сегодня в экономическом пространстве. И если говорить даже и о политическом пространстве, примерно то же самое, потому что тот курс, который мы определили для себя, курс на север с Россией, и там же наши братья в Северной Осетии, я думаю, что у нас есть прекрасная возможность, да, идти по этому пути, по пути интеграции. И здесь во всех сферах у нас практически уже происходит сближение. Это я считаю как бы основой для завтрашнего, ну, в перспективе воссоединения с Северной Осетией. Это общий принцип. Хотя юридическую сторону я понимаю, что это и у России свои, Российской Федерации тоже свои есть, конечно же, законы, это понятное дело, территория России, территория другого государства. Но я же говорю о том, что вот те связи, которые сегодня у нас имеются, и тот уровень взаимоотношений, они как раз ведут нас к той цели, о которой я говорю. А в любом случае для любого государства основной ресурс – это население. А в этом смысле какова демографическая ситуация в стране и много ли уезжает из Южной Осетии людей в поисках лучшей жизни? Вопрос очень серьезный поставили сейчас передо мной, и я бы хотел сделать некоторый экскурс в плане освещения этого вопроса. На самом деле, вот война, которая нам была навязана Грузией, она многих, конечно же, подтолкнула к тому, чтобы уехать за пределы республики в поисках лучшей жизни. Где-то более 20 тысяч человек из жителей Южной Осетии стали беженцами непосредственно. Более 20 тысяч человек. Из 68 тысяч человек лиц осетинской национальности. Вот вы представляете, какая масса людей ушла, значит, за пределы Южной Осетии. И все они были практически, ну, скажем, из числа молодое поколение. А также из тех, которые имели соответствующее, ну, образование, специальности и так далее. Из районов Грузии во время этих войн свои исторические места покинули более 100 тысяч осетин. Таким образом, получается, что за годы, вот, начиная с 1989 года, осетинское население
ушло за пределы Южной Осетии в количестве 120 тысяч человек. Это, естественно, сказывается на то, что сегодня происходит. Поэтому скажу откровенно, что и сегодня чувствуется острая нехватка и дефицит в кадрах. И, естественно, демографическая ситуация тоже. Все эти явления сказались негативно на демографическую ситуацию. Здесь я услышал такой рассказ, что на территории Южной Осетии есть святилище, которое ранее принадлежало или основали абхазский род ачповцы, как будто бы это основали, Ачабет. И где здесь желание сделать приятное гостям из Абхазии, и где здесь вымысел, где здесь реальность, исторический факт? Видимо, можно провести какие-то параллели, но давайте я все-таки порекомендую нашим специалистам, да, чтобы они более, скажем так, с точки зрения науки объяснили этот факт. Но в любом случае, то, что мы всегда были братскими народами и более близких нет народов, чем осетины и абхазы, я думаю, что исторически, может быть, среди нас и находились представители этого великого княжества. Так что мы сегодня на месте посмотрим этот сохранившийся памятник истории, и наши ребята вам более детально расскажут о историческом явлении этого памятника. Нам будет очень интересно на это посмотреть и получить... Ну, я думаю, что предусмотрено, да, этот вопрос. Мы не смеем вас задерживать на более, потому что и в то же время хотелось бы с вами еще пообщаться. А у вас еще целый день рабочий впереди. Так. Ну, Абхаз, я готов, я буду здесь на месте, и как договорились, тогда где-то вот к концу рабочего дня мы еще встретимся. Встретимся и продолжим наш разговор. Ну, а мы тогда пока поедем и посмотрим Ачабет. Ну, давайте. Спасибо большое. Эта молодая девушка – помощник президента Южной Осетии Гана Яновская. Она оказывает нам содействие в наших съемках. На этот раз она передает нас в руки одному из крупных осетинских ученых, историков, археологов Роберту Хазбевичу Гаглойты. Он и везет нас на своем автомобиле в Ачабет. Вверяю вам наших Само собой. Поехали? Ну да. До 2008 года Ачабет был под контролем грузинских властей. С середины августа 2008 года на территории села, равно как и в других грузинских анклавах, восстановлена юрисдикция Южной Осетии. Ачабет находится в считанных километрах от Цхинвала, 10-15 минут езды, и мы уже в центре исторического села. А это башня. Нет, это не только башня, это жилой комплекс. Башня с правой стороны, это остатки, наверное, здесь остановимся, да? Да. Вот остатки прямоугольной башни. Значит, это не одновременная постройка. Не одновременная. Значит, вот с правой стороны, вот видите, там где-то близко к середине. Это действительно крупный памятник. Здесь и крепостная стена, и башни. Все говорит о том, что камни и земля хранят очень много тайн. Но пока, по словам Роберта Хазбевича, здесь не проводились соответствующие раскопки, но некоторые факты установлены уже давно. Возраст памятника – это средневековье, и еще одно не вызывает у осетин никакого сомнения. Что касается самого Мачабели, ну это осетины все знают почему-то, что это именно они были абхазами по происхождению. Это удостоверяется и данными самого Вахушты Багратионы. Но в данном конкретном случае кто-то не скажет, что Вахушты был или русским, или абхазом, или осетином. А он говорит так, что говорят, что говорит, они по происхождению абхазы. Это не я сказал, это он сказал. Потом есть у Андроникашвили есть варианты. Это какой век? Это 16-й. Конец 15-го, ну, по данным археологическим я пока не говорю, потому что это пока надо раскопать. Здесь поблизости где-то 100% должны быть погребения. Более ранние, нежели, допустим, 19 век.
более ранние. Я имею в виду, если, допустим, будут обнаружены какие-то погребения из 17 века, просто сейчас руки пока не доходят не до этого. Но из тех Да. данных, которые у вас есть, вы приходите Значит, к выводу, что Ачабет, это село, было основано или же... Это 100%, потому что Основано- фамилия Мачабели до 16 века нигде не прослеживается. Ни в Кахете, ни в Самигрело, ни у Занцев, нигде. Она А есть, появляется здесь. да, появляется. Есть данные, сейчас я с Василием Парковичем Самойловичем тоже говорил. Какие-то данные мы должны уточнить и уже у самих абхазов. Почему? Потому что какая-то часть фамилии из-за кровного опять чего-то, кто-то кого-то убил, это как у Осетин тоже, да? Вот там надо конкретно узнать, какая-то часть фамилии Ачба, она выехала с территории Абхазии. Слова ученого мы подтвердили и лингвистически. В названии Ачабет мы услышали сложное слово, состоящее из двух абхазских слов Ача, Рбаата, Ачабет, что дословно переводится на русский как «крепость ачбовцев». Комментарии излишние. Пока мы искали абхазские следы в осетинской истории, подошло и назначенное президентом время. Леонид Тибилов пригласил нас в свою загородную резиденцию в селе Джава. Сейчас мы находимся в Джавском районе. Это один из 4 районов республики. Скажу так, по природе отличается от других районов. Это самый красивый район. Природа отличная, вы, наверное, уже обратили внимание. Вот. Мы Джавский район и вообще Дзал мы называем сердцем Южной Осетии. Поэтому мы сейчас находимся именно там. Ну, абхазов трудно уделить красивой природе, Ну, но мы любуемся. Мы не делаем попытки в этом вопросе, но в любом случае у нас тоже своя красота. Посмотрите, конечно, было бы у нас море, тоже было бы хорошо, но у нас горы. У нас будет возможность посмотреть на наши горы на самом деле. А здесь все-таки вот поближе к равнине, ну вот такая красота. Пока глава государства здесь бывает нечасто, но в ближайшее время ожидается переезд. В основном работа, конечно, сосредоточена именно в Цхинвале. Здесь тоже приходится бывать, но пока мы здесь ремонтируем, я думаю, что летом все-таки найду время и буду находиться здесь, может даже и с семьей, чтобы здесь легче будет работать, наверное, человеку, ну а тем более отдыхать. Хотя времени для отдыха нет. Сейчас без 25, без 28 сейчас время. Так. А вы, и до сих пор вы общаетесь с нами. Вы только начали общаться, а вы, ваша семья вас видит? Семью обязательно надо видеть. Конечно, я домой возвращаюсь поздно, ну, где-то в районе 10 часов я бываю дома, иногда чуть пора. По субботам я на работе, по воскресеньям тоже. Ну, мы договорились в семье так, чтобы детей я мог бы видеть или в субботу вечером с внуками, приходят к нам домой. И мы общаемся где-то 2-3 часа. Это в неделю раз у нас получается. Другого времени нет. А сколько у вас внуков? Сколько им? Внуки мои, их пока 4. Я говорю пока, потому что дети мои в молодом возрасте. Поэтому будем надеяться на то, что появится еще, потому что мы детей любим, потому что это наша жизнь, наше будущее. Вот. Младшей внучке вот в сентябре 2014 будет 3 годика. Старшая уже учится в высшем учебном заведении. Вот. Остальные пока, внук пока в этом году пойдет в школу. А внучка в будущем году заканчивает школу, среднюю школу. Так что проблем много прибавится. Ей куда-то надо будет поступать. Потом
поддерживать там, где она будет учиться. И вот так. Но это интересно, это же жизнь, она тем и интересна, что есть дети, что старшие ответственны за них, за их жизнь, за будущую их жизнь, за судьбу. Поэтому мы не боимся этих трудностей. Я же говорю, чем больше их, тем лучше и радостнее. Как вы стали президентом, а они как-то вот, я имею в виду маленьких внуков, имею в виду, так. они как-то что-то поменялось в их отношении к вам, или может быть они, ну не знаю, что-то интересное? Видите ли, скорее всего, это зависит от того, поменялся ли я, вот как стал президентом. В семье я и в своем окружении, в окружении близких родственников, я не поменялся, не остался таким, каким я есть. Но отношение, скажем, внука к президентству дедушки, он когда со мной встречается, говорит, вот все мне говорят, что он, говорит, он является внуком президента. Я говорю, а что это плохо? Да нет, не знаю. Ты, говорит, вот в свою машину никогда меня не приглашаешь и не возишь вот в своей машине. Вот. Ну, отношения спокойные, ровные отношения. Никто из моих детей и внуков не кичится тем, что отец или дедушка является президентом. Все мы спокойно относимся к этим вопросам. Леонид Харитонович, а как вы относитесь к той должности, которую вы занимаете? Что это для вас? Ну, прежде всего, конечно, это большая ответственность, очень большая ответственность. Ведь, посмотрите, помимо того, что человек избран на эту должность и занял кресло, да, будем говорить, президентское, но ведь посмотрите, сколько проблем в государстве. Это новое государство, тем более Южная Осетия, так же, как и Абхазия, да, в течение вот последних 20 лет мы пережили очень много. И вы сами увидели, сколько разрушений, сколько нужно делать. И, естественно, каждое направление оно нуждается в решении. И вот здесь из всего этого складывается отношение президента к своей работе, и получается, что это очень огромная ответственность. Огромная ответственность. В то же время, когда человек что-то делает, но приятно становится на душе, я скажу откровенно, что я радуюсь, скажем так, вот каждому, не то что километру, а каждому метру уже благоустроенной, скажем, улицы, дороги. Мы это знаем и от ваших помощников, также, что вы и в выходные дни работаете допоздна. Вот. А что вы любите делать? Какое ваше любимое занятие? Помимо того, как работать, помимо работы, есть что-то, что вас... Если философски отнестись к этому вопросу, то что же я люблю, помимо того, как работать? Помимо того, как работать, ну, скажем так, на государственной должности, я люблю работать и дома. Дома я все делаю своими руками. Там починить одно, второе, обязательно я сам. И с электричеством я хорошо знаком. И сантехнику могу установить сам. Да любую работу. Вот. Ну а что в городских условиях мне сейчас приходится жить, конечно, нет своего, скажем, земельного участка, а так и в родном селе, там, где я родился, вырос, я всегда занимался и земледелием непосредственно. Я начал свою трудовую деятельность с учительства, если вот так можно выразиться. Поэтому всегда меня тянет книга к себе. А что вы преподавали? Значит, моя гражданская профессия – это преподаватель физики и математики.
окончил наш физико-математический факультет нашего тогда педагогического института. Работал в сельской местности, работал директором средней школы в Знаурском районе. Потом в городских школах работал преподавателем математики. Потом институт усовершенствования учителей, заведующим кабинетом математики был. Ну, а потом меня пригласили служить в органы государственной безопасности Союза СССР, где я проработал около 25 лет. Вот. Ну, а потом опять работа в правительстве. В свое время возглавлял также коммерческий банк здесь у нас в Цхинвале. Ну, а потом вот выборы меня попросили баллотироваться. Получилось так, как получилось. Я понимаю, что Кавказ, я все понимаю, наши обычаи, традиции, но все-таки расскажите нам, пожалуйста, о своей супруге. Ну, что я могу про супругу рассказать? Она единомышленник мой. Она всегда поддерживает меня. Работает в школе. Сегодня у нее получается школа-дом, и более другого времени нет. Потому что ежедневно ей приходится, готовить супруга на работу, готовит дома хорошо, прекрасно. Я надеюсь, что у нас в следующий раз будет возможность попробовать пироги, которые сделаны ее руками. Ну, а больше думаю, что о супруге не будем больше говорить. Ну что, Алхаз, я думаю, что сейчас нам можно было бы и попробовать осетинские пироги. И за столом я бы хотел произнести тост в отношении дружбы осетинского и абхазского народов. И я хотел бы передать самые добрые слова абхазскому народу, добрые пожелания всей Абхазии в развитии, в становлении государственности. Наши судьбы схожи, практически один к одному, если вот так выразиться. Поэтому мы знаем, сколько пришлось пережить и абхазскому народу, потому что и мы здесь на своих плечах все это перенесли. Поэтому, конечно, нам интересно, как сегодня развивается Абхазия. Я рад, что есть успехи у братского абхазского народа. И я слышу много сегодня желающих ехать в Абхазию, отдыхать на побережье. Вы, наверное, обратили, в городе у нас даже баннеры есть о том, что организуется поездка на Черноморское побережье. И здесь в основном мы подразумеваем именно Черноморский берег на территории Абхазии. Так что я хотел бы передать самые добрые пожелания, здоровья абхазскому народу и моему другу, президенту Абхазии Анквабу. Спасибо. Ну, мы же в Южной Осетии находимся, а в Южной Осетии, кто побывает, всегда нас считают гостеприимными. Расскажите немножко о традициях, воспользуемся тем, что вы... Давайте тогда я определю следующим образом. Вот хозяева нам принесли 3 пирога. 3 пирога. Это, значит, это говорит о том, что у нас радостное событие. Когда хозяева подают 3 пирога, и тут как раз и 3 шашлыка, это говорит о том, что мы можем радоваться, что в этом доме радость. И сегодня все это сделано в вашу честь, в честь наших гостей. И
Первый тост всегда у нас, у осетин, произносится за Всевышнего, и мы всегда всех наших гостей и всех, кто рядом, мы вверяем Всевышнему и просим у Него, чтобы Он всегда помогал нам, нашим гостям, и чтобы поддерживал наше здоровье, и чтобы всегда оберегал нас, наших младших, наши народы. Поэтому я вверяю осетинский народ и абхазский народ Всевышнему, и чтобы Всевышний помогал этим дружественным народам. Очень тяжелые времена пришлось испытать нашим народам. На самом деле практически судьбы одинаковые у нас. Наши народы потеряли очень много наших граждан в этой навязанной войне нам со стороны Грузии. Мы их никогда не забудем. Мы не забудем о том, что на нашей благодатной земле здесь, в Южной Осетии, на благодатной земле Абхазии, Грузии была навязана и не один раз войны. И мы должны всегда критически подходить к этим вопросам, критически и принципиально. И чтобы наши потомки знали о том, что произошло, и тот путь, который мы сейчас выбрали, чтобы с этого пути более никогда мы не свернули, во имя того, чтобы наши дети уже никогда не почувствовали ту тяжесть, которую нам, старшим, пришлось испытать. Поэтому предлагается тост за Всевышнего и просим Его, чтобы всем нам помогал, и чтобы мы, наши народы, и здесь, в Южной Осетии и в Абхазии, уже никогда не столкнулись с такими явлениями, которому название война. За мир.